Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В Уфе отстроят колоннаду, точную копию Сухумской колоннады на набережной Махаджиров. По замыслу авторов проекта это станет свидетельством дружественных отношений между народами Абхазии и Башкортостана. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 450-летию столицы Башкортостана, города Уфы. 31 августа на набережной реки Белой у стелы Уфа, город трудовой доблести, состоялась церемония закладки капсулы времени с обращением к будущим поколениям. Выступая на церемонии закладки капсулы, Аслан Бжания сказал: «Мы присутствуем на весьма ответственном и волнительном мероприятии, закладываем капсулу времени с посланием для будущих поколений. Глубоко символично, что в этой торжественной церемонии принимают участие представители разных стран и народов. Уверен, что главный мотив сегодняшнего послания – дружба между народами, мирное сосуществование государств ради благополучия будущих поколений». Капсулу намерены вскрыть через 50 лет, в день, когда столице Башкортостана исполнится 500 лет. Нет никаких сомнений в том, что и сегодня один из красивейших и благополучных городов России, Уфа, через полвека будет еще более развитым, высокотехнологичным городом, а народ братской республики Башкортостан будет жить в мире и согласии в дружной семье народа Великой России, сказал Бжания. Президент отметил, что вместе с уфимцами радость праздника разделяют и жители Абхазии. Отношения между нашими республиками носят дружественный характер и продолжают активно развиваться. С большим удовольствием я поздравляю всех жителей Уфы и всей республики Башкортостан с замечательным юбилеем. Успехов и процветания, сказал Бжания. Глава Башкортостана Ради Хабиров в своем приветственном слове подчеркнул, что в республике уделяют большое внимание преемственности поколений. Верим, что наши потомки будут любить родной Башкортостан и великую Россию, уверенно смотреть в будущее и достойно нести звание уфимца. А мы будем сегодня жить и трудиться так, чтобы уфимцы 2074 года искренне гордились нашими делами. И пусть эта эстафета созидания не прервется никогда, отметил Хабиров. Бжания и Хабиров дали понять, что от символических жестов готовы переходить к реальному сотрудничеству. Напомним, что еще в октябре 2023 года уже шла речь о том, чтобы после запуска Сухумского аэропорта непременно должен быть запущен авиарейс Сухум-Уфа. Эта тема, как видно, получила свое продолжение. Уважаемый Аслан Георгиевич, искренне рад нашей встрече. Я хотел поблагодарить, что в эти юбилейные дни Уфы вы сегодня с нами. И это подчеркивает братскую связь наших народов. Огромное вам спасибо. Мы действительно последовательно работаем над реализацией ранее достигнутых договоренностей. Мы подготовили к подписанию дорожную карту по расширению сотрудничества на ближайшие годы. И эта дорожная карта будет способствовать, конечно, нашему взаимодействию. В прошлом году пенсионеры из Башкортостана уже ездили в Абхазию в рамках проекта «Башкирско-Абхазское долголетие», и мы получили очень хорошие отзывы. Поэтому мы сейчас очень ждем открытия прямого рейса Уфа-Абхазия, потому что после открытия аэропорта мы обязательно откроем совместный рейс Уфа-Абхазия, и, конечно, поток туристов существенно увеличится. Расширяется наша взаимная торговля, растут объемы продаж абхазского вина и фруктов, и на абхазском рынке уже работают наши башкирские предприятия. Они реализуют широкую линейку продуктов народного потребления, в том числе и нефтепродукты. Мы имеем возможности, как и ранее говорили, по поставкам в Абхазию мясной продукции, подсолнечного, сливочного масла, рапса, сахара, биопрепаратов, удобрений, ликеры водочной продукции. Вообще линейка очень большая, поэтому нам нужно эту работу двигать дальше. Безусловная составляющая башкирско-абхазских связей – это культура. В марте этого года одним из самых ярких событий на башкирской сцене было выступление оперной певицы Хиблы Герзмалы. А в прошлом месяце в музыкальном фестивале в Сухуме принял участие наш Ильдар Абдуразаков. Поэтому то, о чем мы с вами договаривались, говорили, что будем объединяться, в том числе творческими коллективами, уже работает. Рад, что в самое скорое время, вот мы сегодня уже посмотрели, новой визитной карточкой Уфы станет колоннада, копия той, которая стоит на Сухумской набережной Махаджиров. Мы ее, дай бог, все вместе откроем уже в октябре этого года. И это будет действительно одно из самых ярких, наверное, мест и достопримечательностей нашей Уфы.
Я еще раз хотел поблагодарить вас за то, что приняли участие в наших мероприятиях, посвященных юбилею Уфы. Это очень большой для нас и мотив, и знак о готовности Абхазии с нами развиваться. Поэтому будем считать, что наша работа идет хорошими темпами. Спасибо, уважаемый Ради Фаритович, Андрей Геннадьевич, спасибо за приглашение. Взаимоотношения между Абхазией и Российской Федерацией носят исключительно союзнический характер, а укрепление связей с субъектами Российской Федерации – это задача номер один. Нас с вами связывают давнишние отношения, отношения взаимного уважения, взаимной поддержки. Это уходит в глубокую историю. Я очень рад быть сегодня здесь, на этом большом празднике. То, что происходит в вашей республике, те изменения позитивные, которые очевидны в столице вашей республики, они радуют глаз, являются примером для того, чтобы некоторые вещи перенять. Вот сегодня мы были в ситуационном центре, очень все технологично, интересно. Все это, конечно же, повышает уровень обслуживания населения городскими руководителями. Это очень здорово. И такие примеры мы, конечно же, постараемся перенять. Ну и тот большой грандиозный памятник, который сегодня возводится здесь, так бы я назвал, памятник дружбы между нашими народами, памятник, который будет стоять, пока светит луна и солнце. Это грандиозное событие. Большое вам за это спасибо. Мы, в свою очередь, всегда будем ждать дорогих гостей из Башкирии. Пользуясь случаем, еще раз хотел бы поздравить вас с этим праздником, пожелать вам всевозможных успехов. Желаю вам успехов на выборах, прежде всего. Ваша команда очень эффективна, очень много доброго, хорошего сделано. И продолжать в таком же духе. Спасибо еще раз. К другим темам. Парламентские выборы в Грузии, намеченные на 26 октября, в определенном смысле затрагивают все Западное Закавказье и страны, граничащие с Закавказским регионом. Однако так уж получилось, что уже сейчас стала понятна главная политическая тенденция в Грузии, которая сохранится после 26 октября, считает аналитик сайта Евразия Дейли Петр Македонцев. В своей статье «Грузия обеспечила России, Южной Осетии и Абхазии свободу действий» он делает акцент на том, что кажущийся отворот от европейских амбиций Грузии – это всего лишь иллюзия, продиктованная требованием времени. В частности, он пишет, что основная политическая борьба по-прежнему развернется между правящей грузинской мечтой и оппозиционным единым национальным движением. Так уж получилось, пишет он, что у этих партий имеются олицетворения в виде людей. С первой политической силой ассоциируется олигарх Бедзина Иванишвили, а со второй – экс-президент Михаил Саакашвили. Грузинскую мечту как в самой Грузии, так и на Западе норовят обвинить чуть ли не в отказе от евроатлантического пути за принятие закона об иноагентах. Между тем, 23 августа в ходе общения с журналистами премьер-министр Иракли Кабахидзе сделал весьма важное заявление, считает эксперт. Могу вам сказать однозначно, что речь не идет об изъятии из Конституции статьи 78 или изменении этой статьи, а о чем-то другом, о чем мы расскажем позже, если соответствующие консультации успешно завершатся, сказал он. Что же это за статья 78, задается вопросом македонцев. В ней написано: конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора. Отметим сразу же, что это не какая-то старая статья саакашвилевских времен, а из нынешней Конституции Грузии, принятой во время правления грузинской мечты. То есть она прямо предписывает властям Грузии добиваться вступления в Евросоюз и НАТО. И вот тут автор статьи указывает нам на важное событие из прошлого, а именно саммит НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, аккурат перед войной в Южной Осетии. 3 апреля 2008 года было опубликовано заявление глав государств и правительств, участвовавших в саммите. В этом заявлении было указано, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Кроме того, в нем же была упомянута поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии. Эти решения саммита, считает эксперт, подтолкнули Саакашвили к совершению нападения на Южную Осетию и российских миротворцев. Кроме того, именно саммит НАТО в Бухаресте запустил цепочку событий, в результате которых
России пришлось обеспечивать свою безопасность, начав специальную военную операцию. Своим заявлением Кабахидзе вернул ситуацию в 2008 год, уверен автор статьи. Получается, что кроме Украины, где и так обосновалась НАТО, у южных границ России тоже имеется проблемный сосед, который готов вступить в НАТО и предоставить свою территорию для западных военных. В этой связи не безобидно выглядит заявление грузинской мечты о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию мирным путем. План грузинской мечты, по мнению эксперта, это восстановить мирным путем грузинскую империю, которая затем сможет спокойно вступить в ЕС и НАТО. И этот план, по его же мнению, угрожает безопасности России. Ну а саму внешнеполитическую программу грузинской мечты можно назвать умеренно евроатлантической, считает эксперт. Их оппонентов из числа действующих и бывших националов македонцев называют радикальными евроатлантистами, которые фанатично поддерживают Зеленского и не видят будущего Грузии без Евросоюза и НАТО. Сторонники националов и им подобных участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, и из них состоит грузинский, например, легион. Нельзя исключать, что после самих выборов американское посольство заставит националов и других радикальных евроатлантистов сформировать широкую коалицию, чтобы безо всякой цветной революции прийти к власти. По мнению российского эксперта, именно радикальные евроатлантисты могут, цитата, «запросто с одобрения США напасть на Абхазию и Южную Осетию, чтобы попытаться восстановить грузинскую империю и нанести удар по России». Конец цитаты. Поэтому предстоящие парламентские выборы в Грузии правильнее назвать противостоянием умеренных евроатлантистов с радикальными евроатлантистами, которые схожи в том, что видят свою страну и в Евросоюзе, и в НАТО, пишет Македонцев. И вот на этом фоне по-особому выглядит положение Абхазии и Южной Осетии, которые 26 августа отметили 16 лет признания их независимости со стороны России, пишет эксперт и отмечает далее. Теоретически Грузия могла бы спокойно попасть в ЕС и НАТО, если бы она де юре признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Но в Тбилиси этого никто не захочет сделать, потому что ностальгия по собственной колониальной империи, исчезнувшей вместе с распадом СССР, никак не дает покоя грузинскому обществу. А Россия не может идти на предательство Сухума и Цхинвала ради иллюзорной благожелательности со стороны самой вестернизированной страны Закавказья, где заметная часть населения считает героями боевиков, примкнувших к ВСУ. Такой вот интересный расклад в преддверии парламентских выборов в Грузии дает этот эксперт. Одно точно намечается: целый геополитический сериал. Продолжаем передачу. Интерпретация истории Абхазии, манипуляция важнейшими историческими событиями далекого прошлого и новейшей истории – это то, к чему довольно часто прибегают наши оппоненты за Ингуром. Это тот спектр информации, который с их подачи транслируется в мир. В том числе и ответом этому будет большой проект Академии наук Абхазии «Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения». Началась работа по реализации целевой научно-технической программы этого проекта на 2024-2026 годы. По сообщениям пресс-службы Академии, в эпоху масштабных изменений в политической, социально-экономической, демографической и этнической жизни абхазов особую актуальность приобретает исследование историко-культурного наследия. В последнее время ведется масштабная работа по сбору архивных материалов об абхазах и Абхазии. Тем не менее, абхазское научное сообщество из-за отсутствия соответствующих архивных источников по-прежнему испытывает большие сложности в исследовании многих актуальных проблем абхазоведения. Для наиболее глубокого изучения истории нашего народа необходимо собрать и изучить материалы об абхазах, которые хранятся в архивах, книгохранилищах и библиотеках разных стран мира. В рамках целевой научно-технической программы на 2024-2026 годы решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения будут исследованы ключевые аспекты абхазоведения, отметил агентству Апснепресс автор проекта академик Вячеслав Чирикба. Разработка единой концепции истории Абхазии определит новый уклад исторического образования, считает он. В первую очередь нужно приступать к созданию
источниковедческой базы для написания полномасштабной истории Абхазии, в том числе и на абхазском языке. В рамках проекта также будут составлены и изданы своды иностранных источников по истории абхазского народа. Для работы в этом направлении предполагается привлечение зарубежных специалистов. Также предусмотрена подготовка учебных пособий по различным этапам истории страны. Необходим переход к единому содержанию курса истории Абхазии во всех вузах и общеобразовательных учреждениях республики, отметил Чирикба. По словам соавтора проекта, это часть идеологической работы. Сегодня для того, чтобы подробнее поговорить об этом проекте, мы пригласили в студию его соавтора, профессора Вячеслава Чирикба. Предлагаем вам интервью с ним, из которого мы узнаем, почему этот проект так важен для государственного имиджа. Предлагаем это интервью. Здравствуйте, Вячеслав Андреевич, рада вас приветствовать. Хотим поговорить о проекте, который запустила Академия наук Абхазии, и вы являетесь ее соавтором решения актуальных проблем кавказоведения и абхазоведения. Я читала, пытаясь ознакомиться о том, что это за проект, и увидела, что очень много направлений и об языке это, и об общем подходе к изучению истории, и о каких-то других направлениях. Но, может быть, пока мы отдельно поговорим о направлениях, поясните нам, в чем цель, вот в чем суть этого проекта. Ну, спасибо за приглашение и возможность рассказать об этом важном для научного сообщества проекте, который запустил Академия наук во главе с нашим президентом Академии наук Зурабом Джотовичем Джапуа. Я тоже председатель этой группы научной. И, знаете, мы государство, да, государство должно выдвигать амбициозные проекты для того, чтобы продвинуть науку вперед, для того, чтобы привлечь людей и какие-то стратегические вещи, научные проблемы какие-то обсудить, может быть, с нового ракурса, с нового какого-то аспекта. Но у нас большой проект на самом деле, такой многоплановый, и, к счастью, концепцию его поддержал премьер-министр Александр Золотисович Шанквап. Мы очень благодарны ему, что им не нужно объяснять важность таких проектов и таких исследований. И, к счастью, и финансирование было уже одобрено. Это проект на 3 года. С 2024 по 2026, да, с возможностью продления, поскольку там такие есть аспекты, которые требуют постоянной работы. Например, о нем расскажу немножко, это составление цифровой базы лексического фонда абхазского языка. Что это такое? Знаете, каждая страна имеет национальный проект цифровой базы лексики, то есть слов, которые существуют в этом языке, богатство, словарное богатство языка. Это есть и в России, есть национальная база, электронная база русского языка, во Франции есть, в любой стране практически. В Абхазии не было, и я думаю, что мы сейчас этим займемся. Уже работа начата. Уже у нас есть сотрудницы, которые работают прекрасно над этим. То есть каждое абхазское слово, которое было напечатано когда-либо, да, с первых изданий вплоть до последних, а на самом деле очень много абхазских изданий, море, можно сказать, с середины 19 века. И это слово должно быть задокументировано, где оно было опубликовано, в каком, кто автор, или какой-то сборник, чтобы была документация полностью. Это немножко такая аспект исторический, да, развития лексики абхазского языка с 19 века, литературного абхазского языка, вплоть до 21 века. То есть все богатство абхазского литературного языка будет в общедоступной базе, корпус будет создан, национальный корпус абхазского языка, и он будет доступен всем онлайн. То есть любой человек может набрать любое абхазское слово, и там будет его перевод и контекст, предложение, в котором оно зафиксировано в разных источниках, в разных книгах, скажем, или в стихах, или в поэзии, с указанием жанра, автора и так далее. То есть документация каждого абхазского слова. Это очень важно для презентации богатства абхазского языка. Кроме того, на этой основе могут быть сделаны словари одноязычные, да, толковые слова, например, либо двуязычные, скажем, абхазо-русский, русско-абхазский, и на других языках тоже. Эта база корпус является основой для такой лексикографической работы по всем направлениям. У нас что-то не было сделано, уже работа ведется, скажем,
Высшая школа экономики в Москве, они делают такую базу для адыгейского языка, для кабардинского языка, для базинского языка. И вместе с ними, мы вот с их содействием, мы также разрабатываем вот национальный корпус абхазского языка, который будет, думаю, скоро будет доступен онлайн. Не побоюсь этого слова, это такой даже имиджевый проект. Это для очень нашего. имиджевый проект. Это абхазский язык становится частью такого, знаете, такого общего, такого Мирового, да. мирового культурного, так сказать, богатства, можно сказать, да. Поэтому я думаю, что это очень важный проект. И опять же говорю, не нужно было никого убеждать в его важности. Вот. И у нас уже есть все, чтобы его завершить. В смысле, его завершить трудно, конечно, потому что это продолжающая работа. И все-таки мы уже начали собрание текстов в цифровых форме и расписание, значит, каждое слово должно иметь паспорт, должно иметь, значит, метаданные о слове каждом, да, где оно опубликовано, какой жанр и так далее, перевод его и так далее. То есть очень много там работы такой, но это будет очень ценный компендиум, корпус для всех, кто занимается абхазским языком. Удивительно и очень я уверена, что это просто огромный пласт Это огромный работы. пласт, да, и я думаю, что это 3 года нам не хватит совершенно. Только начало, надеюсь, будет понимание, что нужно эту работу продолжить, чтобы весь, а у нас богатый очень язык, все богатство языка, чтобы было вот онлайн доступно для любого человека. Мне кажется, это с той точки зрения, что, допустим, иностранцы, которые интересуются абхазским языком, Да. мне кажется, это может и... Абсолютно, потому что там будет, конечно, и переводные будут, ну, скажем, допустим, амра, вот амра, солнце, или там на английском языке sun, или, допустим, наоборот набрать, если на русском языке можно найти легко солнце и нажимаешь, получается амра. Ну, много таких слов. Можно какие-то, потом на основе делать переводные. Ну, сейчас же искусственный интеллект, да, тоже упростил много эти вещи, правда же? То есть это все в одном русле цифровизации языкового богатства абхазского языка. Это одно направление. Расскажите о других. Вот меня, например, заинтересовало то, что вы говорили, и то, что там прописано про единый подход к изучению истории. Почему еще я отмечу? Потому что очень часто это предмет большой манипуляции, да, исторические события, в том числе новейшие истории. Вот тут какие у вас Это очень есть важный идеи? аспект тоже нашей работы, значит, потому что на самом деле история, вы знаете, что и даже войны начинаются с разной интерпретации истории, с разных оценок истории, правда же? Это очень такая вещь, очень важная для любого народа. Вот. И, конечно же, есть вот различные, в Грузии чуть ли не две истории Абхазии издали, на русском языке, естественно, но с их точки зрения, правда же? То есть это, конечно, тоже вызов в какой-то степени, но с другой стороны, у нас очень богатая история, нам не нужно ничего выдумывать, просто собрать вот материал, да, и презентовать его, это уже будет большое дело. Но, знаете, мы хотим вот несколько целей достигнуть. Во-первых, создать с помощью специалистов, историков, вот совместно концепцию истории Абхазии, как идеологической основы для написания учебников и учебных пособий. Потому что сейчас, извините, такой разнобой существует. То есть этого концептуального подхода пока сейчас... не было. Пока не было. Вот мы должны... Это идеология, это государственная идеология. Как мы видим те или иные события, как мы оцениваем тех или иных государственных деятелей. Это очень важно, иметь единый подход, правда же, государственный подход. Поэтому это важная работа, вот мы ею займемся в ближайшее время, поскольку только сейчас стало уже, пошли уже, как сказать, и финансирование пошло, только сейчас, к сожалению, осталось мало времени, вот до этого конца года. И тем не менее, мы уже работу начали, у нас уже есть первые контракты с исполнителями. Вот. Второй аспект, это, вот этой темы большой, это создание свода источников по истории Абхазии и абхазов. То есть все, что об Абхазии и абхазах написали иностранные авторы. Начиная с античных авторов, это латинские, греческие, ну, римские, греческие, затем византийские, османско-турецкие, грузинские, древнегрузинские, новогрузинские, армянские и так далее, европейские и так далее. То есть здесь очень много, так сказать, работы. У многих народов уже созданы такие своды, у нас уже не было до сих пор. Вот единственный был свод грузинских источников Георгия Амичба, очень хороший, прекрасный. Вот, надо дополнить его, да. Вот. К сожалению, у нас с кадрами тоже не очень хорошо, знающих людей древнегрузинских не так много в Абхазии, прямо скажем. Поэтому здесь проблема поиска специалистов. Вот. Но у нас уже есть люди, которые займутся. Пока мы сейчас не все сразу, да, ну, поэтапно. Сейчас будут древнерусские источники,
потом, значит, введение в османские источники по истории Абхазии, уже готова, можно сказать, работа, вот, и так далее. То есть это очень важные будет. Понимаете, мы уже, дело в том, что без работы историка, без первоисточников невозможно. Но в основном вот таких сводов нет именно по Абхазам, по истории Абхазии. Надо, чтобы это было прекрасное пособие будет для всех, кто интересуется историей Абхазии, чтобы вот знать, что писали об Абхазах или Абхазии в ту или иную эпоху, в той или иной стране. Это очень важно. Поэтому вот этим мы займемся. Уже есть, значит, исполнители, уже есть первые контракты, так что, надеюсь, это будет тоже воспринято благословно нашей общественностью, нашим народом. Вячеслав Андреевич, а как вам кажется, как это связано, скажем, вот это направление вашей деятельности с тем, что вы также возглавляете Центр стратегических исследований? То есть видите ли вы тут какую-то связь, какую-то... Ну, связь времен она всегда существует. Эстафета — это же прошлое, настоящее, будущее, они неразрывно связаны. И прошлое переходит, вернее, настоящее переходит в прошлое, будущее приближается. Здесь все очень логично. Вот, и в центре мы занимаемся в основном современными проблемами Абхазии. Это политические проблемы, экономические, всякие демографические, языковые и так далее. Вот. Но все это связано, конечно же. Вот. И часть наших исполнителей тоже работает у нас в центре. Так что здесь... Но вы, как я понимаю, все-таки есть такие кадры, которые вы в поисках, да, вот для этого проекта? Есть, да, потому что у нас проблема с византийскими источниками. У нас, конечно, есть люди, знающие и древнегреческий, и среднегреческий язык. У нас прекрасный специалист Дорофей Дбар. Он прекрасно знает и среднегреческий, и византийский, и современный греческий. Но он очень загружен, в принципе, но он обещал вот памятники. Вот, допустим, Прокопий Кисарийский, там есть Агафий Миренейский, там очень много важнейших данных по Абхазии, по истории Абхазии средних веков. Вот. По античным источникам мы, я обратился к Джорджу Хьюиту, наш известный профессор, который в Англии. Он окончил классическое отделение. Он по специальности первый классицист, то есть специалист в области греческого, древнегреческого и латинского языков. То есть для него это очень близкая тема, он писал на эти темы, и поэтому он согласился. Я думаю, что вот этот античный период тоже будет прекрасно освещен с точки зрения, какая вообще-то структура, то есть будет большое подробное предисловие, очень подробное, очень большое введение в эту тему. То есть это все-таки издание, это книга? Это книга, да. Это будут книги. Затем это будет текст на оригинале, древнегреческий, латинский. Затем будут комментарии и примечания. Вот такая структура каждого источника будет. Но поскольку византийских источников много, то есть, видимо, придется несколько изданий делать. Свод византийских авторов по Абхазии, допустим, да, и абхазам. Свод, скажем, там, западноевропейских, итальянских или немецких далее источников. Или, допустим, свод османско-турецких источников, богатейшие. Вот я считаю, что часть нашей истории вообще нам неизвестна, поскольку она находится в архивах Турции. Они сейчас открыты. Вот. Осталось только найти специалиста, который там будет работать, все это копировать, переводить, комментировать. Это большая работа. И на один год здесь не обойдешься. Это многодневная, многолетняя работа. Вот перед нашим с вами интервью мы как раз с вами обсудили кулуарно, что уже итальянские журналисты пишут об этом проекте. Об этом Ведь проекте. это интересно, да, что да. иностранцы уже... Как вам кажется вообще, насколько будет это интересно для публики вне Абхазии? Я думаю, будет интересно очень, как и кавказоведам, с точки зрения и филологам, и историкам, и в других направлениях. Вот. И Абхазия была всегда частью Средиземноморского мира с древних времен, с античности. Вот как появилась письменная история с древних авторов, всегда были частью этого мира. Диоскурия был крупнейшим, известнейшим городом на побережье, Севастополис, затем потом Пицунда, Питиун был знаменитым местом. То есть здесь интерес будет очень большой и для античников, и для медиевистов, и для тех, кто занимается и более поздней историей. И мне кажется, это будет, результаты будут интересны для очень многих ученых всего мира, я уверен. И мне кажется, что еще не все направления мы перечислили. Да, возможно, есть какие-то другие. Хочу пару слов сказать о том, что это, правда, Зураб Джотович, он курирует этот проект. Это проект, ведь у нас скопилось огромное количество
записи, электронных записей, в основном электронных, хотя есть еще, конечно, то есть аудиозаписи, хотя есть, конечно, видеозаписи тоже, кстати, еще более ценные, поскольку там еще облик этих людей, информантов, по абхазскому фольклору. Это в Абхазии и в Турции. Было несколько очень важных экспедиций в Турцию, вот, которые провела Академия Абхазии, я тоже участвовал в нескольких. Вот, и собран огромный уникальный материал по вот, абхазским диалектам и группам, которые в Абхазии не сохранились. Это садзы, это цибельдинцы, цабала, это ахчипсы. Вот. И также вот, даже вот, бзыбцы, то есть часть бзыбского такого субэтноса, да, скажем, ну, вот, группа этнографическая, и абжуйцы, там тоже много своеобразного, которое у нас не сохранилось. Вот это все помещено на электронные носители, нужно их расшифровать. Это огромный труд. И поэтому собрана команда, это очень важный проект, я считаю, важнейший проект, собрана команда, которая будет расшифровывать эти тексты, аудио, видео, класть их на как текст, компьютер на абхазском языке, с комментариями, предисловиями, это будет издаваться, ну, даже многотомное издание, думаю. Это часть вот, культурного наследия абхазского народа. Это должно быть сделано. Вот. Если это сейчас не сделано будет, может даже пропасть эти вещи. Они исчезают, знаете, аудиозаписи, они все-таки не вечные, правда же? Так что это тоже важный проект, который вот уже, к счастью, уже мы к этому подходим. Сейчас закупается оргтехника, и уже скоро начнется работа. И главный вопрос, зачем это нужно абхазскому государству и нам, общественности? Такой вот провокационный вопрос. Ну, это нужно для абхазской культуры, для истории Абхазии, истории абхазского народа. Вот. Это все будет популяризироваться, будет доступно не только специалистам, но и молодежи, и студентам, и аспирантам, и просто интересующимся историей Абхазии, историей, языком, фольклором Абхазии. Я думаю, что это очень важный и очень большой культурный проект. А что из этого, помимо, как я поняла, вот с языком все очень четко и понятно, будет, например, доступно, условно говоря, в интернет-площадке, в глобальной сети? Ну вот, то, что будет опубликовано в качестве книг, ну, то есть источники по истории Абхазии, разные периоды, разные страны, разные языки, это будет доступно онлайн. То есть будут книги, конечно же, опубликованы, но это будет доступно онлайн, весь мир может их читать. И те, кто, допустим, пытаются что-то сфальсифицировать, да, не получится, поскольку уже есть первоисточники, надо к ним обращаться. Вот. И записи, даже видео-аудиозаписи, да, это все, то, что будет опубликовано, тоже все это будет онлайн. То есть огромное число текстов, тысячи текстов будет доступно на абхазском языке онлайн для того, кто занимается абхазским языком, фольклором, историей и так далее. Это будет, мне кажется, культурный проект очень большого масштаба. Да, и очень большого значения. Большое спасибо и удачи. Спасибо большое. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.